Республики Армения. В частности, в их конституции есть четкие напоминания того, что большая часть Республики Армения является так называемой Западным Азербайджаном. И Ильхам Алиев этими заявлениями азербайджанское руководство в очередной раз доказывает, что Азербайджан не стремится к миру. Азербайджан стремится к тому, чтобы армянское государство не существовало вообще и было подконтрольно Азербайджану Турции, так называемое государство. И то, что говорит Ильхам Алиев, в очередной раз доказывает ту истину, что Азербайджану нужен не мир, а Азербайджану нужно то, чтобы Республика Армения в своей классической сути не существовала. И к нашему несчастью об этом не понимают во властных структурах Республики Армения. Мы неоднократно заявляли, что руководство – это не мир. И Азербайджан идет не к миру, а к тому, чтобы Армении как суверенного субъекта не было вообще. Все азербайджанское руководство, говоря о коммуникациях, все время твердят о так называемом Зангезурском коридоре. А кто сказал, что азербайджанское руководство отказалось от своих намерений по Симнику, то есть по Зангезуру, как они говорят? Если и Хаджиев, и Алиев, и все руководство Азербайджана твердят о так называемом Зангезурском коридоре, я не считаю, что азербайджанское руководство, и в частности также и турецкое руководство, забыли о так называемом коридоре Турана. По тюркскому коридоре. Для них это очень важно. А что касается Сывана, Сыван же это запасы пресной воды в регионе и большей частью находятся в озере Сыван. Так что азербайджанское руководство никогда свои намерения, она не говорила, что у них нет намерений взять, получить вместо Армении Западный Азербайджан. Для меня, большей частью, интересует меня, что говорят об этом и что делают об этом руководство Армении. Понимают это или нет? К нашему несчастью, сегодняшнее руководство Армении видит вызовы не со стороны и угрозы не со стороны Азербайджана и Турции или пантюркского мира. А, к сожалению, они видят угрозы совсем с другой стороны севера, где этой угрозы не может быть. Вместо того, чтобы развивать стратегические отношения с Россией и стратегические отношения с Ираном, они идут на поводу Азербайджана и Турции. А Ильхам Алиев видит, что он просит, Никол Пашинян дает. Поэтому 1000 лет у турецких руководителей не было такого подарка, как сегодняшние власти Армении. История – это не язык политики. Извините, в политике есть интересы, и кто победитель. Историю пишут победители, претензию предъявляют победители. К нашему несчастью, Никол Пашинян проиграл и продолжает проигрывать, капитулировать. А в лице Азербайджана мы имеем дело не с демократическим руководством, не с демократической страной, не с гуманистами, а с людьми, которые несколько лет назад организовали этническую чистку и депортацию армянского исконного коренного населения Арцаха. Вместо того, чтобы вопросом переговоров решить этот вопрос Нагорно-Карабахского урегулирования, руководство Азербайджана и в 90-х годах развязало войну, и в 2016 году развязало войну, и в 2020 развязало войну, а в 2023 году организовало депортацию исконно коренного армянского населения Арцаха. Мы можем говорить о демократических ценностях, о ценностях по защите прав человека в том случае, если мы будем иметь дело со страной, где руководители именно живут этими ценностями. А у меня не было никаких иллюзий. А что говорится про историю, вместо того, для того, чтобы говорить об исторической родине, надо иметь вообще-то историю. Сейчас я как историк не считаю это серьезным, считаю говорить, что все знают, что Азербайджан как государство появилось на карте в 1918 году. Но это не политическая риторика, извините. Это не политическая риторика. Сегодня в мире постдамского мира больше нет. К нашему большому сожалению, нету международных универсальных правовых норм, которые работают. И этим пользуется руководство Азербайджана. К нашему большому сожалению. Как говорил великий Гарагин Нежде, прав тот, кто имеет силу. Право в силе, он так говорил. Для того, чтобы защищать свои права, ты должен иметь силу. Ты должен быть сильным. А поскольку армянское руководство в лице Никола Пашиняна и его правительства капитулировало и продолжает капитулировать перед Азербайджаном, защищать право армянства, не только армянства Арцаха, не
только военнопленных, которые сейчас находятся в бакинских тюрьмах, но и в целом всего армянства и вообще-то граждан Армении и Республики Армения, это только иллюзии. Они не могут защитить, поэтому они должны уйти. Если мы хотим, чтобы от Республики Армении что-то осталось, если мы хотим, чтобы нас уважали, мы в первую очередь должны сделать правильный выбор. А пока народ Армении и общественность Армении продолжает голосовать за капитулянтов, хорошего будущего я не могу предположить для нашего государства и народа.